Каждый раз, когда он вступал в дискуссию об исламе, он терпел поражение. В гневе он прошептал себе под нос: «Если ислам действительно истинный, почему в моем сердце он кажется массовой иллюзией?» Родился безумный план. Он решил притвориться, что принял ислам. Он собирался отправиться в хадж не для того, чтобы искать истину, а чтобы доказать, что хадж – это всего лишь бизнес и игра людей. Перед миллионами людей я докажу, что ислам всего лишь иллюзия, горела его амбиция. Однако он не знал, что именно Кааб разоблачит его. Что случилось с этим молодым священником, когда его хитрый план столкнулся с силой, гораздо превосходящей его самого. Вот полная история. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатух. Прежде чем начать эту историю, не забудьте нажать кнопки «Нравится» и подписаться, чтобы эти полные мудрости истории могли и дальше доходить до всех нас. В своем тихом офисе Джонатан Сиригар сидел, уставившись в экран ноутбука. Его лента в социальных сетях была заполнена резкими комментариями. Этот пастор всегда проигрывает, когда спорит с исламом. Его лицо напряглось, его гордость была разбита. В уме он вспомнил фрагмент онлайн-дебатов, молодой устав легко опроверг его аргументы. На экране прихожане даже смеялись над Джонатаном. В своей все более пустой церкви Джонатан стоял на амвоне. Пустых скамеек было больше, чем прихожан. Однажды молодой человек даже сказал: «Сэр, ислам более логичен». Эти слова пронзили его сердце. В тот вечер в своей комнате Джонатан смотрел в зеркало. «Я могу вернуть себе величие, если разоблачу хадж». Его глаза блеснули амбицией. Он снова открыл ноутбук и стал искать статьи об исламе. На экране четко виднелась фотография Каабы. Его губы искривились в циничной улыбке. На старом деревянном столе он записал свой план хаджа. Притвориться новообращенным. Доказать, что хадж – это всего лишь иллюзия и туристический бизнес. Его книжные полки были заставлены книгами по философии и теориям заговора. Но сейчас он достал черный блокнот. На первой странице было написано великий план. Джонатан связался с двумя своими старыми друзьями, бывшими журналистами-бунтарями. «Помогите мне, мы войдем в историю». Они улыбнулись, предвкушая деньги и острые ощущения. На стене его кабинета висела большая карта Джакарты, Джидды, Мекки. Красные линии соединяли все точки. Он смотрел на нее как секретный агент. Глядя на фотографию Каабы, Джонатан прошептал: «Все это иллюзия». Однако в его глазах мелькнуло сомнение, которое он быстро отбросил. За несколько дней до отъезда Джонатан отрабатывал движение молитвы по видеоуроку. Его тело было скованным, речь заикалась, но для него все это было просто репетицией перед спектаклем. Он записал шахаду и короткие молитвы в свой маленький блокнот. Он читал их снова и снова, пока его язык не освоил их, хотя его сердце оставалось пустым. Джонатан открыл свой черный блокнот с крупным почерком. Он записал цель, которая, по его мнению, потрясет мир. Кааба – это всего лишь обычное каменное здание. Черный камень не более чем кусок черной скалы, а вода Замзам – обычная питьевая вода, такая же, как та, которую я пью каждый день из бутылки. На его губах появилась тонкая улыбка, высокомерная улыбка. Он был уверен, что разрушит веру миллионов людей. Он не только делал записи, но и составлял план. Как разведчик он просчитал все детали своего путешествия: Джакарта, Джидда, Мекка. Каждый шаг был частью грандиозной операции. Чтобы замести все следы, он подготовил новую личность, вымышленно. Ее имя Джунайди Рахман, а также белую рубашку Коко и шапку Печи. Он улыбнулся в зеркало, уверенный, что никто не заподозрит его. В своей маленькой сумке он нес кнопку, камеру, мини-микрофон и даже складной дрон. Он взял с собой не молитвы, а оружие для документирования. Настал день отъезда, и Джонатан вышел из своего скромного дома с сумкой в руках. Соседи видели в нем новообращенного, отправляющегося в хадж. Но то, что они видели, было лишь маской. Аэропорт Сукарн-Хатта был переполнен паломниками. Среди этого моря белого Джонатан стоял спокойно, скрывая свои злые намерения. В самолете он сидел застыв. Старик, сидевший рядом с ним, искренне улыбнулся. «Да облегчит Аллах твое путешествие, сынок». Эти слова пронзили его, хотя он и пытался оставаться холодным. Самолет приземлился в Джидде. Паломники сказали «Альхамдулиллах». Джонатан молчал, но в его груди было странное волнение, которое он не мог контролировать. Прибыв в Мекку, Джонатан вышел из автобуса вместе с группой паломников из разных стран. Горячий воздух сразу же ударил ему в лицо. Пот стекал по вискам, и он пытался сдержаться, чтобы выглядеть спокойным, хотя одежда ихрам, которую он носил, казалась ему незнакомой и неудобной. Его шаги остановились, когда он увидел зрелище, которого никогда раньше не видел. Тысячи людей, одетых в белое, медленно шли в одном направлении, со всех уголков мира, всех цветов кожи, все объединенные без различия. Не было дорогих костюмов, не было властных позиций, только одинаковая белая одежда. Джонатан замолчал. Его глаза смотрели на море людей смесью благоговения и цинизма. Когда он ел ближе, раздались звуки молитв. Не было криков, не было суматохи, только тихие песнопения, смешанные с ритмичными шагами. Джонатан почувствовал себя странно, как будто эта толпа имела свою собственную гармонию. Он попытался отбросить это чувство, вспомнив свои записи. Кааба – это просто обычное здание. И, наконец, его взгляд упал на фигуру, которую он видел только на фотографиях и в журналах. Кааба – простое кубическое здание, покрытое черной тканью с золотой вышивкой. Здесь не было роскошных украшений современного архитектурного великолепия. Но, как ни странно, именно эта простота делала его таким поразительным. Джонатан с трудом сглотнул. Вокруг него другие верующие плакали, молились, некоторые даже рыдали, обнимая друг друга. Он смотрел на это холодно, пытаясь убедить себя, что все это просто массовое внушение. «Это всего лишь камень, всего лишь традиция», – пробормотал он про себя. Вы можете хоть в суд подать, если не получится заработать. Ведь я готов отвечать за каждое слово, потому что уверен, что это действительно работает. Однако его шаги внезапно стали тяжелыми, как будто груз давил на его грудь. Когда он начал двигаться вместе с потоком Тавафа, произошел небольшой инцидент. Маленький ребенок выскользнул из рук матери и чуть не был затоптан толпой. Рефлекторно Джонатан схватил ребенка за руку и поднял его. Мать подошла к нему со слезами на глазах и несколько раз поблагодарила его. Джонатан только кивнул и пошел дальше, но в его сердце возник вопрос, почему он так быстро помог? Разве он не пришел просто понаблюдать? В тот вечер Джонатан сидел один во дворе мечети. Свет освещал Каабу, которая возвышалась, окруженная тысячами людей, которые все еще молились. Он открыл свой маленький блокнот. На первой странице было написано: «Все это иллюзия». Он долго смотрел на эти слова, но на этот раз фраза звучала хрупко по сравнению с эхом тысяч мо.
литов, раздававшихся вокруг него. На следующий день Джонатан снова открыл свой черный блокнот в номере отеля. Крупный шрифт на первой странице подтверждал его миссию. Кааба — это просто обычное здание, черный камень — это просто черный камень, вода Зам-Зам — это просто питьевая вода. Он холодно посмотрел на эту фразу, а затем медленно закрыл тетрадь. Сегодня он хотел доказать первое — черный камень. В большой мечети тысячи верующих толпились у угла Каабы, раздавались звуки плача, молитв и песнопений. Люди были готовы часами ждать, чтобы прикоснуться к черному камню. Джонатан с скрытой камерой в рубашке двигался вперед вместе с потоком людей. Его лицо было напряженным, но внутри он чувствовал удовлетворение. Скоро он докажет, что все это было лишь внушением. Наконец его губы коснулись черного камня. Камень был холодным, его поверхность скользкой. Не было ни вспышки света, ни сильной вибрации. Просто черный камень, как он и ожидал. От него исходил слабый запах, который он счел обычным. Джонатан откинул голову назад и слегка улыбнулся. Да, просто камень. Он ушел уверенный в успехе своей миссии. Через несколько часов он вернулся в отель. Его тело было мокрым от пота. Он сразу пошел в ванную. Вода текла свободно, омывая все его тело. Он почувствовал облегчение. Вся пыль и запах, смешанный с потом, исчезли. Но когда он вышел из ванной, он остановился. Его руки все еще пахли ароматом. Он поднес руку к носу. Запах был очень явным, но это не был запах духов, который он знал. Это не был запах цветов, ни запах дерева, ни эфирных масел. Запах был другим, тонким, успокаивающим, проникающим в его сердце. Странно, но хотя его разум сопротивлялся, его сердце хотело продолжать вдыхать этот запах. Он намылил руки, несколько раз вымыл их и даже переоделся. Но запах не исчез, а наоборот, стал еще более отчетливым. Небольшое дрожание пробежало по его телу, от груди до кончиков пальцев. Джонатан сел на край кровати с растерянным выражением лица. Логически это было невозможно, но его сердце успокаивалось каждый раз, когда он вдыхал этот запах. Наступила ночь. Из окна отеля он смотрел на светящуюся Каабу. Его руки все еще пахли, глаза начали блестеть, его записная книжка лежала открытой на коленях, но он не мог написать ни одного слова. Может быть, это больше, чем просто камень, шептал его сердце. Впервые Джонатан был по-настоящему ясен. В то утро Джонатан долго стоял перед зеркалом в своей комнате. Он открыл блокнот и быстро написал: «Зам-Зам — это просто обычная вода». Закрыв блокнот, он уверенно направился к большой мечети, желая выполнить свою вторую задачу в районе Зам-Зама. Очередь верующих была упорядоченной. Уставшие лица становились светлее каждый раз, когда они делали глоток из маленьких стаканов. Джонатан наблюдал за ними холодно. В душе он шептал: «Вода. Да, вода, ничего больше». Он взял белый стакан и наполнил его до краев. В первую секунду он быстро сделал глоток, без молитвы, без паузы. Он просто хотел это проверить. Как только вода коснулась его языка, он почувствовал мягкую прохладу. Это было не только освежающее, но и успокаивающее изнутри. Его горло стало просторнее. Грудь медленно согрелась, но голова отказывалась верить. Все то же самое, это просто внушение. Он снова наполнил стакан. На этот раз он не торопился, оглядываясь по сторонам. Там были мужчины, тихо молящиеся. Там был маленький мальчик, улыбающийся застенчиво после того, как выпил. Джонатан сделал еще один глоток. То же самое ощущение вернулось, легкое, ясное, проникающее. Его ноги оставались на том же полу, но накопившаяся усталость, казалось, немного ослабла. Пожилой верующий рядом с ним повернулся и улыбнулся: «Сынок, пей Зам-Зам с молитвой. Каким бы ни было твое намерение, проси о чем-то хорошем». Джонатан проглотил. Он хотел возразить, но слова не шли. Это короткое сообщение пронзило его сильнее, чем часы споров. Во второй половине дня он вернулся в свою комнату. За столом он открыл свой черный блокнот. Он написал: «Зам-Зам, обычная вода». Но его пальцы дрожали. Его сердце, которое с вчерашнего дня было обеспокоено запахом черного камня, теперь еще больше возмущалось спокойствием, исходящим от стакана воды. Его логика оставалась непреклонной. Однако его тело и сердце, казалось, сговорились не соглашаться с ним. Он закрыл тетрадь и уставился на красное небо Мекки через окно. И впервые он не знал, что написать. В ту ночь Джонатан сидел один в своей гостиничной комнате. Он поднес руку к носу и снова ошеломился. Аромат все еще был там. Тот же аромат, что и у черного камня. Он много раз принимал душ, оттирая кожу мылом, но аромат не исчезал. Странно, но этот запах отличался от всех парфюмов, которые он знал. Он не был резким или навязчивым, а мягким и успокаивающим. Чем больше его логика отвергала его, тем больше его сердце хотело снова почувствовать этот запах. Его тело тоже чувствовало себя по-другому. Обычно после напряженного дня у него болел живот. Но в ту ночь, после того, как он выпил воду Зам-Зам, его тело стало легким, горло стало чистым, а сердце билось спокойнее. Он энергично покачал головой, пытаясь избавиться от мысли. Это всего лишь внушение, это всего лишь мое воображение. Однако ощущение было слишком реальным, чтобы его игнорировать. Медленно он открыл окно спальни. Вдали он мог видеть мечеть Масджид Аль-Харам, сверкающую в свете ламп. Тысячи верующих все еще совершали таваф, кружа вокруг Каабы бесконечным белым потоком. Джонатан долго смотрел на это. За стеклом окна он почувствовал себя маленьким, очень маленьким. Он поспешно закрыл шторы. Как будто он боялся, что его сердце станет еще более неспокойным, просто глядя на этот вид. Когда он наконец заснул, ему приснился необычный сон. Он шел по обширному темному полю. Не было ни звезд, ни луны. Земля под ним внезапно провалилась, и он упал в глубокий темный океан. Его дыхание остановилось, тело погрузилось в воду. Он пытался плавать, но не мог определить направление. Наконец вдали появился свет. Свет имел форму Каабы, мягко сиял и медленно подтягивал его тело к поверхности. Чем ближе становился свет, тем легче становилось его тело. Джонатан проснулся в холодном поту. Его дыхание было неровным, лицо бледным, грудь тяжело поднималась, его руки все еще пахли ароматом. Он сел на край кровати, его взгляд был пустым, затем он тихо прошептал дрожащим голосом: «Почему все это кажется таким реальным?» В то утро Джонатан сидел, прислонившись к одной из мраморных колонн большой мечети. Его глаза были тусклыми, тело усталым. Аромат черного камня все еще витал на его руках. Прохлада Зам-Зама еще успокаивало его горло, а сон прошлой ночи все еще не выходил из головы. Он склонил голову, пытаясь собраться с мыслями, но вместо этого еще больше запутался. К нему подошел старик. Его белая одежда была простая. Тюрбан был аккуратно обернут. Лицо было морщинистым. Но его спокойные глаза излучали неописуемое умиротворение. Не говоря много, он сел рядом с Джонатаном. После долгого молчания Джонатан заговорил тихо, но твердо. А что, если все это просто человеческое творение? Что, если хадж, Кааба, все эти ритуалы всего лишь иллюзия?
Старый священнослужитель медленно повернулся. Он слегка улыбнулся, его глаза были ясными. Он спокойно сказал: «Правду не нужно навязывать. Иногда сердце И с ней логики. Джонатан замолчал. Он хотел ответить, но язык его не слушался. Священник продолжил. Его голос оставался мягким. «Если все это просто создано людьми, почему твое сердце беспокоится именно тогда, когда ты хочешь это отрицать? Разве это не знак того, что существует нечто большее, чем логика?» И эти слова поразили Джонатана сильнее, чем любые споры. В них не было ни нападок, ни гнева. Просто простые предложения, которые пронзили его сердце. Джонатан склонил голову, затаив дыхание. Впервые он почувствовал себя побежденным не аргументами, а нежностью, которую он не мог опровергнуть. В ту ночь Джонатан вернулся в большую мечеть. Сначала он намеревался только понаблюдать, но не осознавая этого, присоединился к потоку Тавафа. Тысячи верующих двигались вокруг Каабы, их шаги были спокойными. Молитвы Прой зносились с полной убежденностью. Звук тысяч людей, поющих в унисон, потряс его уши. Это был не просто звук, а мелодия, которая давила на его грудь изнутри. Джонатан шел медленно, каждый шаг казался тяжелым. Его грудь дрожала, дыхание было прерывистым. Он пытался укрепить себя. «Я всего лишь зритель, это всего лишь ритуал». Но его глаза были влажными, слезы текли, и он не мог их остановить. В середине толпы его тело закачалось. Он почти упал, когда рука схватила его за руку. Паломник, которого он даже не знал, посмотрел на него с теплой улыбкой. Нежное похлопывание по плечу сломало его. Одного из моих клиентов врачи заставили 5 раз пересдавать анализ. Они... Щиту. Перед Каабой Джонатан склонил голову. Слезы текли по его щекам. Он закрыл лицо руками, пытаясь скрыть свой плач, но его сердце, боль, не могло это отрицать. Было что-то большее, чем он сам, большее, чем его логика, большее, чем все его планы. В ту ночь номер в отеле казался еще меньше. Джонатан сидел за маленьким столом. Черный блокнот был открыт на первой странице. Старая фраза по-прежнему была четко написана: «Ислам — это иллюзия». Его руки дрожали, когда он смотрел на надпись. С напряженным лицом он взял ручку. Он хотел еще раз подтвердить свою логику. Поспешно он написал: «Хаджар Асвад — обычный камень, Замзам — обычная вода, Кааба — обычное здание». Однако буквы были не такими ровными, как обычно. Письмо было неровным и волнистым, как будто его рука сопротивлялась. Воспоминания нахлынули на него, слабый запах черного камня, все еще остававшийся на его руках, успокаивающая прохлада воды Замзам, странный сон о свете Ка, бы вытаскивающим его из тьмы мягкие, но проникновенные слова старого священнослужителя, слезы, которые пролились во время Тавафа. Все эти воспоминания возвращались одно за другим, разбиваясь о стену логики, которую он пытался воздвигнуть. Ручка выскользнула из его пальцев, он обхватил голову обеими руками. Его тело задрожало, слезы хлынули из глаз, на этот раз они были громче. Слезы падали, смачивая бумагу и размывая только что написанное. Среди рыданий его губы задрожали, произнося вопрос, который он все это время боялся задать. «Я все это время жил в иллюзии?» В комнате было тихо, слышались только его рыдания, смешанные со слабым эхом призыва к молитве Иша, доносившимся издалека. С приближением рассвета Джонатан проснулся с уставшим лицом, но его глаза были полны решимости. Он покинул отель без камеры, без кнота, без маскировки. Впервые он пришел в большую мечеть как сам себя. Воздух на рассвете был прохладным, когда он вышел во двор. Кааба стояла перед ним. Его сердце сильно затрепетало, и слезы сразу же потекли по щекам. Он поднял руки. Его голос тихо дрожал. «О Аллах, если ты действительно существуешь, покажи мне путь». Слова просто вырвались из него. Простые, честные, исходящие из глубины его сердца. Его руки дрожали, грудь дрожала. Среди моря верующих Джонатан склонил голову. Затем дрожащим голосом он произнес шахаду. Верующие вокруг него удивленно обернулись. Затем некоторые из них прослезились. Один мужчина обнял его за плечи и тихо произнес такбир. Солнце начинало подниматься. Его лучи мягко озаряли небо Мекки. Золотистый свет падал прямо на Каабу. Джонатан простерся на холодном мраморе. Его тело дрожало, слезы текли по лицу. В тот момент все логические споры закончились. Остались только спокойствие, денность и начало его новой жизни. Через несколько недель самолет, на котором летел Джонатан, приземлился в Джакарте. СМИ с нетерпением ждали его возвращения. Они полагали, что он привезет доказательства того, что хадж был всего лишь иллюзией. Но перед камерами появился уже не священник Джонатан, а простой человек в маленькой белой шапочке. Его лицо было полно спокойствия. Перед публикой он представился под новым именем — Джунаиди Рахман. Ровным голосом он сказал: «Я больше не ищу иллюзий. Я нашел истину и готов потерять все, чтобы сохранить эту веру». Некоторые люди выступили против него, некоторые насмехались. Но многие были тронуты. Его жизнь полностью изменилась. Он покинул сцену, оставил славу. Теперь он жил простой жизнью, обучая детей чтению Корана в маленькой деревенской мечети. В один тихий день он сидел на крыльце мечети и читал маленькую потрепанную копию Корана. Мальчик невинно спросил: «Дядя, говорят, ты был пастором, правда?» Джунаиди улыбнулся, погладил мальчика по голове и тихо ответил: «Да, я был, но теперь я просто слуга, который учится любить Аллаха». Послеполуденное солнце светило тепло, дул легкий ветерок, и его сердце было легко. Долгое путешествие, полное логических сражений, наконец закончилось, уступив место спокойствию веры. Друг веры, благословленный Аллахом, история путешествия Джонатана к тому, чтобы стать Джунаиди Рахманом, напоминает нам, что человеческая логика и высокомерие часто рушатся перед светом истины. Наставление принадлежит Аллаху. Оно может прийти в любое время, к любому, даже к тем, кто когда-то был самым упорным противником. Да будут нам дарованы мягкое сердце, крепкая вера и возможность поклоняться на святой земле. О Аллах, продли наши жизни в послушании и дай нам умереть в хуснуль хатима. Аминь, о Господь Вселенной. Друзья верующие, если эта история тронула ваше сердце, не забудьте нажать «Нравится», поделиться этой историей с самыми близкими вам людьми и нажать кнопку «Подписаться», чтобы мы могли вместе продолжить следующее путешествие, полное мудрости. Вассаламу